Кто такие подхалимы? Это те, кто оказывают услуги власть имущим ради каких-то будущих благ. Вот о таких мы сегодня и поговорим. Помните антимитинг, который прошел 15 мая? Так вот, это была как раз таки такая услуга в помощь Садыру Джапарову. Ну и акт устрашения оппонентам власти. 14 мая в соцсетях оппозиционно настроенные граждане призвали неравнодушных прийти на Атабиит. Құран түшірүү иш-чарасына келип катышып кетиңиздер. Было предложено 15 мая прочитать молитву по погибшим во время баткенских событий. В этом заявлении не было ни слова о том, чтобы пойти на площадь, захватывать власть или что-то в этом роде. Да и сам призыв набрал 74 перепоста, 40 комментариев и 80 лайков. Маловато. Но это все же стало поводом подвязаться к власти и организовать антимитинг. 12 часов дня, начало антимитинга. Раздают новенькие жилетки, чем-то напоминают агитацию во время выборов, но вместо футболок с логотипами партии участникам акции выдают жилеты с надписью «Дружинники». Дальше по классике. Уже по традиции сторонников Садыра Джапарова трибуна организована у входа в здание правительства, откуда организаторам помогли вывести электричество для колонок и микрофонов. Среди толпы ярко выделяются люди в униформе. Увеличив видео, можно увидеть логотип охранного агентства «Дордой». Как всем известно, принадлежит он Аскару Салымбекову. Да, охранное агентство предоставляет услуги защиты, безопасную транспортировку, но тут они как участники митинга в одной шеренге. А на этих кадрах четко слышно, как один из участников обращается к некому Сарпа. Наши источники нам сообщили, что это Бексултан Джаныбеков, кандидат в БГК от партии МГЕК, который тоже принадлежит Салымбекову. Сарпа Джаловский, так сказать, местный авторитет. А за ним люди в форме дружинников, если быть точнее, дети. Вот один фрагмент, а вот еще дети, тут дети и здесь дети. Почему они на митинге? Однозначно, нужна была массовка. Ну теперь-то ясно, с кем пришли дети. Сарпа, как мы уже говорили, Джаловский авторитет. Жигиттер кандайсыңар? Каяктан келдиңер силер? Жалдан? Ким чогултту силерди? Ким бул жак? А бирөө айтты да ушундай болот, болбойт. Ну и собственно итог этого антимитинга. Аскар Салымбеков недавно пожаловался Садыру Джапарову на проверку госорганов спорткомплекса «Дордой». А Джапаров сразу же поручил генпрокурору Курманкулу Зулушеву прекратить эти проверки. Это ли не подхалимство или услуга за услугу? Бакай не только кричит в социальных сетях в поддержку власти, но и выходит на соответствующие митинги. В конце апреля его назначили советником министра сельского хозяйства. Его видео, где он попросился в советники президента, оказалось действенным. Не менее яркий сторонник власти Торохан Джунусбеков в 2020 году был кандидатом в Джогорку Кеңеш от партии Мекенчин. Его назначили советником гендиректора крупной госкомпании сотового оператора Мегаком. Работа советником, по-видимому, несложна. Есть время засветиться на отчетном политическом мероприятии. Судя по номерам, у Старой площади охранять Бишкек будут приезжать дружинники из Иссык-Куля. Ну или охранять власть от столичных жителей. Скорее всего, второе. Ну и тяжелая артиллерия. Чтобы вообще напугать всех оппонентов власти, это спортсмены. Тут на кадрах олимпийский чемпион мира по греко-римской борьбе среди юношей. Серебряный призер Азии. Это Урмат Аматов. Еще один спортсмен, дзюдоист Руслан Турсуналиев. Его страница в Фейсбуке. А это уже фотографии со свадьбы Таймураса Ташиева, сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Дружкой на его свадьбе был как раз таки Руслан Турсуналиев. Продолжая тему спортсменов, на одном из кадров можно заметить Улана Эмельбекова. Он боец ММА. Тренируется он в Pride Team. Это спортивный зал спонсируется Дастаном Джумабековым. Какие ништяки может получить участник и организатор пропрезидентского митинга? Решайте сами. Нихуя мы все против этого. Это не считаю, если людей вывели. Всем по 2-3 часа раздали. Так никто здесь не поддерживает ни Садыра, ни Ташиева, никто.
Это обычные диалоги, которые можно услышать на проправительственном митинге. По неподтвержденным данным, участники получили по 2000 сомов, а дети всего по 500. Вот такие пироги. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете знать, кто ходит на митинги и зачем они нужны.